میگفت که دخترها بخونه محتاج یگون کس نشه. پای دریا از باشقیردستان و که به مامرجب از تاجیکستان خیال میکردیم که هر دوشون از یک جا باشن، هر دوشون از یک دیه باشن. Езжали. У меня зато был хозяин, очень хороший. С ним я жила 60 лет. Ильишевский район, деревня Ябалак, фамилия моя была Кашфеева, Дарья. У меня были родители, у меня отец был очень хороший, такой, да, интересный мужик. Пел песни, плясал. На сцене вызывали его, очень рассказочник был. Хотя он неграмотный, не его откуда взял это такие сказки. Родители всегда бывают хорошие, вот, всегда. А вот дети, которые они непослушные. Да, это те времена другие были в Осёдюнаком. Вот, все веселые. Детство, само собой, разумеется, что бывает. Когда Дреб выступала на сцене, песни пела, плясала. В жизни раз бывает 18 лет. Не повторяется никогда. Да, годы прошли. Когда война началась, мы еще путем не знаем. У нас был старший там кишлаки, они направились, а мы путем-то не понимаем, в чем дело. А говорит, иди, говорит, учиться медсестру. На медсестру отправили. Там это, сколько там учились, месяцев 3, наверное. И мы кончили, там научили нас, как вот это, раненые вытаскивать. Пришли домой, значит, через 3 дня повестка. Пошла это район еще далеко было. А говорю, у меня старые родители туда-сюда, они меня дают вопрос, ты родину любишь? Те время какие были слова? Ты родину любишь? Как ты скажешь? Это нет. Пятьдесят 7. Снова подготовили вот, на курс водителей. Раньше же водители тоже были, это, нужны были водители. Мужиков мало было. Вот. Кто работал? Одни женщины работали в тылу. Мы на шофера учились, практиковались. И опять взяли меня 10 человек с нашего полка. Это 10 девушек. Опять учиться. Потом ее призвали на большой завод такой, промышленный. Вот, она работала на токарном станке. Снаряды она делала.
После этого вот их призвали, вот 3 курса она окончила, их призвали на Дальний Восток. Потому что на Дальнем Востоке там тоже были очень тяжелые бои. Она окончила Хабаровское авиационное училище, там вот забрали туда. На летчика учиться тебе 4 года нужно. Еще 2 года стаж, чтобы ты научился летать. А их там за 2-3 недели их учили. Времени не было. Да, штурмовой авиационный полк. О, В 1945 году война закончилась с Германией, когда уже была победа 9 мая. Квантунская армия, еще она не была она разбита, потому что там была она миллионная армия была, сильно она вооруженная была. Вот. И их перебросили туда, на Дальний Восток. мы зашли в Японию, мы так долго интересная дорога. Куда мы идем, куда мы заворачиваем. Терпели, все прошло. О.
Так, говорит, мы, говорит, вот все, говорит, девки идем, говорит, и какой-то, говорит, мужик оттуда говорит, девушка, говорит, ты мне нравишься, говорит. Повернулся, говорит, и деда Раджаба, говорит, увидел. Вот. Так и они познакомились. Встречались на это учениях хозяина. У него что, стрелковый полк был. Друг друга понравились, и взяли это адрес домашние, и редко мы переписывались это по полевой почте. Он служил в Украине. А войну отец закончил в Италию. Он знал по-итальянски, чисто разговаривал. Я собралась к нему, села, поехала. Значит, это я поезд останавливается, слезаю. Это от страха чуть не упала. Тогда меня в голову стукнуло. Это куда вдруг его нет, он сказал, я тебя встречу. И друг друга нашли. Из 45-го года вот по 57-й год, кажется, они жили в Красноярске. Там жили в Красноярске. У них родился первый сын Шамиль, второй сын Замир, третий Ринат. Один таджик, они там служили, один таджик это говорит, мы слышали, что здесь живет один таджик. Вот. И они искали этот дом, нашли этот дом. Вот, зашли, вот, моего отца там встретили, и они написали письмо сюда, чтобы это, есть такой-то человек, дед Зё, там, дед Нурали, братья, письмо написали, и они оттуда приехали. Сюда мы как приехали, а я в многих местах работала. Работать любила. Первая его работа была на поле работать, Китменё Махалана, Маты жила. Вот. Ну так, руководство посмотрело, что женщина такая робкая, умная, язык хорошо знает. Вот. Неграмотных много было после войны. Вот. Вот. У них был бригадир Пузаткин, звали его Пузаткин. Говорит. Дарья, говорит, первая цифра, говорит, от тебя зависит. Пузаткин правильно говорил. То, что она на поле запишет, какую цифру, 10, значит, все идет куда? В бухгалтерию. От первой цифры все зависело. Вот. Посмотрели, хорошо поработала. Вот. Люди уважали ее. Вот. И пошла кассиром поставили. Сколько лет кассиром она работала. Вот. Потом главным бухгалтером работала она. Потом поставили заведующим яслем. Вот. Сколько лет.
در همه کارهایی که ما تشکیلی هایی که میگذروندیم در جشنواره هایی که میگذروندیم در مؤسسه ما به اشتراک اپای دریا خانم نمیگذروندیم. ما همه وقت این رو به جشنواره دعوت میکردیم و درباره تاریخ گذشته خود، واقعه های گذشته خود برای خوانندگان Оставила. Он уже знал моего характера, и это чиняка. Он очень хороший был. Он меня везде поддержал. Годы пройдут за годами, морщины покроет лицо. Горького лью со слезою, но ведь не забуду его. Забыть тебя не забуду, забыть тебя не смогу. Откровенно сердце скажет, что одного тебя люблю. Слава Богу, Худому шикар, Садбар шикар. 5 у меня сыновей было, один ушел у нас, осталось 4. Шамиль, Замир, Ренат и Махмуд. Это мое утешение, это мое богатство. Один работает в школе, русский язык преподает уже столько большим таким стажем. А другой в Москве. Один у меня сын ушел из жизни. В настоящее время 4 живых. Шамиль, Замир, Ренат, Махмуд. Внуков у меня 25. Правнуков уже, наверное, около 100. میگفتم دیگه پشیمون نشیدی که اومدی در اینجا ایستادی بین ما تاجیکا. میگفت نه، من هیچ کسی ندارم در اونجا که برای پشیمون شم. همه خش تبور اپا و خواهری من شموی همیشه همین تاجیکا هم. من هیچ قدر میکنن، هیچ حرمت میکنن. من هیچ گفت پشیمون نمیشم، برای که شوهر شکای محمد رجب انسانی خوب بود، انسانی خاکسار بود، بسیار خدمت کرده بود در همین سرخوزی ما. بعد این بچه‌های شروع میگه هستم من برای چی پشیمون
уходить.